Здравствуйте, уважаемые подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И в этот чудесный осенний вечер мы с Дмитричем снова собираемся на рыбалку, на дальняк. Благодарим всех подписчиков, кто помог с поездкой на это путешествие. Топлива потребовалось немало, поэтому всем спасибо. Сейчас к нам еще присоединятся два рыбака. Это Александр и еще один Владислав. В общем, будет два Владислава. Да. Как это, до новых встреч, только начали. До встречи на месте рыбалки, Дмитрий говорит. До новых встреч, говорит. Ладно, давайте встретимся на месте уже. Вот, заправились. Такой моторчик у меня. Вот лодка Дмитрича, кстати, она уже, мы винт поменяли и ходовые качества улучшились, да? В прошлый раз мы ездили на каком винте? На 12-м. Это был скоростной винт. Из-за этого лодка не могла выйти на глиз. Но как только я поставил грузовой винт, в прошлый раз мы ездили два пассажира, два человека и бутер. Это примерно сколько килограммов? 300, наверное, вместе с бутером. Но вместе с бутером может быть килограмм 300, к 300 ближе. Еще топливо было. Вот, подняла лодка. Вот. Ну, у нас тут производятся ремонтные работы. Сейчас реставрируется полоса, да? В поселке. Удлинение полосы идет чуть-чуть. Вот, рыбаки, видите, вот лодки. Это лодочная станция, да, неофициальная, неохраняемая. Дмитрича лодка вот стоит. Второй выезд уже на ней. Ну все, третий выезд, ага. Ну все, до новых встреч. То есть до встречи на месте. Вот два рыбака с нами едут. Или мы с ними. У ребят обяжка, мотор Suzuki 30. Как у Дмитрича, но... Ребята рации взяли, отлично, вообще круто. Будем на первом, ага. Раз. Есть. Раз. Все нормально, работает охранная система. Вот попали в зыбучие пески. Вот.
Вот такие вот пески выскочили. В прошлый раз ехали нормально было здесь, проехали. Даже ночью здесь проехали. Ну, по темну. Нормально было. И спускались тоже вот так прямо, вот так поехали. Нормально вроде проехали. А когда поднимались, вот немножко ошиблись. Буманан калихтавы, буманан ускоит. Финал где-то тарастивич. Вон Агастах, он. Так, вот приехали. Сейчас чайку пьем быстренько и едем. Дело в том, что с момента последнего приезда вода довольно-таки сильно упала. Появились очень большие перекаты. И мы в надежде, что рыба начала спускаться. Сейчас поедем и будем делать разведку боем. Пока у нас время позволяет. Ехали мы до сюда. Раз, два, три, 4 часа. 4 часа ехали. Сейчас чайничек докипятим и стартанем. Двинемся. Так, ну вот мы с Дмитриевичем приехали на место рыбной ловли. Дмитриевич сразу делает свой первый коронный заброс. Он туды, а мы сюда. Опа. А мы сюда закинем. Проверим, что тут есть. В прошлый раз тут неплохо клевало. Очень неплохо клевануло, между прочим. Это место, где Антон Симеров поймал своего первого тайменя. Жизни первого, ага. Здесь начинается большой такой свал глубокий. Дмитрий, что там? Поклевка, что ли? Так, ладно. Глубинные хочет. Есть! Таймень! Взял! Дмитрич, давай подсак вытаскивай. Это подкармливал таймень. КР. Небольшой. Сзади заводи. Тайменю сзади заводит. Так, там у нас веревка, да? Туда не пошел бы. Хотя так возьми. Так возьми. Спасибо. О, взяли первого. Смотри-ка. В ямке стоял, как и предполагалось. Ну вот. Вот такого вот таймешонка взял небольшого, как вы могли наблюдать. Ну тут сколько, Дмитрич? Килограмма 3 будет, наверное, да? Трешечка. 3 килограмма. А? 3-4 килограмма. Вот. Вот на такую вот джеркбейт взял от Павла НСК. Ну, он уже весь искусанный, правда. Здесь даже лак отлетел. Вот след зуба. Вот. Начало неплохое.
Давайте продолжим. Вот, вот и надо. Да. Идет. Дмитрич кого-то взял? Тяжело идет, да? Щука, что ли? Вот, на голову. Сопротивляется как щука? А вы скинь, маган. А вы всех пошли. Щука родная. Щука. Щука родная, да? Что, подсачиком будем брать? Да? Подсаком возьмем, да? На этого там мы махом. О, на, держи. Щука. Ну хорошая тоже, где-то трешка, наверное. Ой, я твою мать. Ой, да как похоже. Хватает. О, это что у него раны, да? От другой зубов другой щуки. Дмитрич отпустил его. Подрастет еще до трофейного. До 10. Еще килограмм на 10 пусть подрастет, да? Ну, вот по 20 килограммов. Видите, пошла. Дмитрич взял трофейную щуку на воблер Андрея Марара. Давай, Дмитрич, мы в тебя верим. Ты его уделаешь. Где у меня уделает? Не, чтобы он тебя уделал, нам не надо. Нам надо, чтобы ты его уделал. Но этот уже покрупнее будет, слушай. А, видите, попадет держи. Довольно большой. Ну, красиво под углом смотрится. Воблерочек Андрея Марара, смотрите-ка. Красненький, который он ему подарил, вот последний посылки. Ну, щука-то не проще тоже красной рыбкой попитаться, поживиться. Ну, красное мясо. Красным мясом, ну. Че только. Не сидя на хорошем умерли. Не, этот сам не сойдет, Дмитрич. Тебе надо его брать. Ну, хорошо, не надо. На подсак надо брать. Взять, нет? А, сошел. Чего? Чего? Ну, этот покрупнее, говорю, ага, того будет. На. Покрупнее и потяжелее. Ой, лодку, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Положи спиннинг положи свой. Аккуратнее лодку, сейчас ремонтировать и замучаемся. О, это уже другое, а? Тоже поцарапанный, ну-ка. Ну. Иди свою середу.
Еще на килограмма 10. А мы ему сразу этот джеркбейт кинем. Следом. Возьмет он, нет джерка. Посмотрим. Не. Покажи, какой воблерок. Маровский. Сработал, да? Крючочек разогнулся маленько, но ничего. Пассатижи дать? Так, решили с Дмитричем сплавиться с переката, покидать, пока плывет наша лодочка, прокидать перекат, проверить наличие рыбы крупной, трофейной, да в принципе любой рыбы, да? Дмитрич поймал опять свою любимую щуку. Котлета. Любимая щучка ядреновости. Котлетки поймал. Дмитрич котлетки. Котлеты Дмитрича будем вечером. Котлеты Дмитрича. Отпустим, да? Дадим ему второй шанс. Вот если завтра поймаешь, Завтра попадешься, уже все. Никакого шанса тебе, нападешь на котлеты. Ленок. Хороший идет. Сорвался, пока этот дергался с этой херней. Хорошая лимба была. Хороша лимбаша, да не наша. Есть. Вот это да. Это уже, по-моему, не ленок. Ни хрена. Это уже таймишонок, походу, идет.
Да, хороший. Мешонок идет, ага. Что-то он не идет, а встал. Вертушка, да, у меня. Еще солнце светит, вот глаза светит. Плохо, что не видно. Фу. Вертушка от Марата Исманова сработала. Дружище Марат, спасибо за хорошую вертушку, когда-то ты мне отправил. Красного цвета. О, вот такой вот таймешонок взял. Меньше, чем вчера, да? Вот такой вот таймешонок взял. Чуть поменьше. Дмитрич красавчик. Прям под домом поймал. Кидал. И вытащил, а все-таки. Вытащили. Красава. Вот. Полезни, добывай быть, а тут... Хороший, ага, ленок-то. Да, а мы тут стоим, чистим вот потроха, а он стоит, кидает рядом. Успевает только вытаскивать. А мы тут ужин готовить будем сейчас. Я тут потроха, значит, стою, чищу. Дмитрий дубасит. Как всегда, в своем репертуаре. Пока мы тут едой занимаемся, он время зря не теряет, как говорится. О, видел, ага, видел, ушел. Давай. Красава, вытаскивай его. Мы тут пока перебираем того сюда-сюда. Будем варить уху. О, красава, давай. Таймень. Таймешонок. А, не, лимба. Хороший лимба, слушай. Вообще неплохой. Красава. Красава. Короче, я сейчас чистить не буду, наверное, потроха, а потом почистим. Что с ними будет? Давай лучше порыбачим, а? Дмитрий. Все, разрешили. Ура! Можно! Сказали, можно! Так, вот, готовим еду. Ребята, вон. Но ребята вон стоят, рыбачат. Один, второй. Мышку кидают. А вот Владислав сидит рядом тут. Трубку свою курит, чай пьет. Я тут потроха, значит, варганю. Потроха неплохо получаются. Сейчас он вот еще линков вытащил под вечер. Их тоже добавили сюда. Сейчас я попробую-ка. Кто варит, тот дегустирует.
Соль нормально. Всем приятного аппетита. Вот наши потроха сварились. Дмитрич говорит, очень мягкие. Нормально сварилось, да? То есть нормально. Если Дмитрич сказал нормально, значит нормально. Да. Потроха здесь двух видов рыб. Тайменевые и линковые. Ага, вот. Приятного аппетита Дмитричу. Да, вот. И еще у нас варится уха из голов. Вот. Сейчас закипит уже скоро. Я здесь вот подбрасываю дровишечки, сижу вот так. Оп. Все. Готово. Вот так вот начинается утро. Ребята уже кто-то с 5, кто-то с 6. Сейчас без 15:07. Вышли и пробуют прокидать, поймать заветную рыбу. Я вот проснулся, заряжаю свой телефон. Вчера ребятам карту вечером кидал, и телефон остался включен. Александр вот спит. Там вон 2 Владислава спят. Надо было, по идее, Владиславов по краям положить и посередине лечь и загадать желание, но что-то это не сделали. Вот. Печку всю ночь топилась. Напомню, печка Пашихон Стар. Можете посмотреть на портале клёвая-рыбалка.рф. Это экономки. Спасибо Брееву за то, что приносишь тепло в наши палатки. Эта печка уже у меня много лет, поэтому печь хорошая. Кому надо, в тайгу можете зайти посмотреть. Ну а мы сейчас выдвигаемся на рыбалку. Так, сейчас отогреем катушки и поедем. Решили сегодня разделиться. Бугурсию и вот эту. Вот. Они совсем замерзли. Вообще практически колом стали. Сейчас печка. Чтобы не капало. Вот. Так, сейчас меняем винт. Поставим вот этот скоростной, как бы маленько даже задетый, дабы экономии горючки и сохранения вот этого рабочего винта. Это грузовой. Грузовой нам понадобится возвращаться
обратно. Домой. Винт замерз. Практически.